Спектр применения самолетов-зондировщиков очень широк. Искусственные осадки могут вызываться для сельского хозяйства с целью повышения травостоя. Для транспортной сферы искусственные осадки могут решить проблему с обмелением рек. И, конечно же, самолеты-зондировщики – незаменимые помощники в профилактике лесных пожаров, превентивное увлажнение почвы и в борьбе с уже имеющимися возгораниями. В прошлом году мы начинали 15 мая 2022 года. В этом году чуть поздно, 26-го, первый вылет сделан на усиление водоосадка. В целом, в прошлом году и в этом году на территории республики мы первый этап очень хорошо удержали. В центральной Якутии сегодня пожаров нету. Это, конечно же, мы не дали повод для начала пожаров. Самолет-зондировщик сам по себе не вызывает осадки и не притягивает к себе облака. Для работы самолета необходимы облака, на которые идет воздействие при помощи отстрела пиропатронов с йодистым серебром, который работает как катализатор для притягивания влаги. Поэтому в ясную безоблачную погоду зондировщики не работают. Но как только гидрометцентр сообщает о наличии ресурсной облачности, самолеты поднимаются в небо. Согласно контракта с ними договоренность, по этой договоренности они изучают облачность, и где есть ресурсные облака, туда вылетает, и где мы планируем увлажнить или понизить класс пожарной опасности в этом районе, начинают работать. Сейчас на территории республики работают 3 самолета-зондировщика, и все их вылеты на сегодняшний день связаны только с работой на тушении пожаров. Они уже отработали 100 часов налета и отстреляли более 3200 пиропатронов. Сейчас самолеты работают над Нерингринским, Алданским и Усть-Майским районами. В ближайшее время они будут переброшены на север – Ваймиконский, Верхнеколымский и Среднеколымский районы. Александр Хавренко, Артем Алексеев, Якутск.